Беспредельный рост больных может привести к коллапсу. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава Коми. На вопрос телеведущей, связан ли рост заболеваемости с низким уровнем вакцинации, Владимир Уйба ответил утвердительно и отметил, что ежедневно в своих видеообращениях акцентирует внимание жителей на этом аспекте. Как правило, из вновь заболевших привитых не больше 1–2%. Это убедительно показывает, что чем ниже процент привитых, тем больше у нас заражений и заболеваний. По сути, уже рассказываю и на примерах из жизни, из реальности, на собственном примере, на примере людей, которые долгое время не прививались, к сожалению, заболели, либо там трагически погибли. Вот, по сути, сегодня уже перешла в плоскость такой, знаете, работы на фактах и на примерах. Потому что антиковидные настроения, они выстроены все-таки на том, что это не, как правило, фейки, как правило, это ложная информация. И делается это, конечно, людьми, там, к сожалению, в заблуждении большом, но тем не менее люди ссылаются на них, и приходится каждый раз, вот я просто каждый день смотрю в информации, в том числе и в Центре управления регионом, что приходит по антиковидной тематике, и по сути делаю там тематические видеообращения, где разбираю эти антиковидные заявления и на примере просто показываю, учитывая, что у меня есть профессиональные возможности и знания, показываю, что это не имеющее ничего общего с реальной ситуацией, тем более с подтвержденной наукой или подтвержденной фактами. То есть, вот, в общем, такая уже, знаете, работа за каждого человека. Прозвучал в адрес главы Коми и вопрос о продлении нерабочих дней. Владимир Уйба сказал, что решение будет принято 6 ноября на заседании регионального оперштаба по коронавирусу. Посмотрим, как эта нерабочая неделя скажется на статистике. Повлияет ли реально вот это разобщение, которого мы ждем, на цифры, на заболеваемость. И 6 числа будем на оперативном штабе принимать решение о продлении. Хочу сказать, что это достаточно непростое решение, но нужно ведь понимать, что экономика, как и эпидемиология, это тоже наука, с которой нужно очень аккуратно обращаться. И для нас, например, еще неделя продления для республики, которую мы должны уже будем оплачивать всем, кто будет находиться вне рабочего места, это накладная история. То есть это нужно еще и понимать, что мы должны денег на это накопить и иметь, чтобы это оплачивать из бюджета уже республики. Поэтому все будем взвешивать. Сейчас не могу сказать, насколько, какое решение будем принимать по продлению. Будем обсуждать. Затронули и тему нехватки медицинского кислорода. Владимир Уйба рассказал, что ежедневно находится на связи с Минпромторгом России по решению вопроса с кислородом. Потребность на неделю 120 тонн, в сутки 18 тонн. От правительства России республика получила дополнительную поддержку на 2 кислородные станции. Они будут запущены в конце декабря, 3 в апреле.